И сегодня же Рустам Минниханов посетил лекцию одного из ведущих мировых специалистов в области урбанистики Энрико Пеньялоса. Она прошла в Казанской ратуше. Бывший мэр столицы Колумбии, ныне глава Института транспорта и политики развития Нью-Йорка, прибыл в столицу Татарстана по личному приглашению мэра Казани. Во многих странах мира Пеньялоса читает лекции об изменениях в городской инфраструктуре, которые делают город комфортнее для его жителей. Предложение эксперта выслушал и Ринат Асхадуллин. Хороший город не тот, где бедный имеет машину, а тот, где богатый ездит на общественном транспорте. Это один из афоризмов, который любит повторять Энрике Пеньялоса. Бывший мэр 8-миллионной столицы Колумбии считает, что город строится не для машин, а для жителей. И приоритеты должны отдаваться общественному транспорту, тротуарам, велосипедным дорожкам и лишь потом автомобилям. Автобус со 100 пассажирами имеет право больше, чем 100 машин на дороге, будь то пешеходная тропинка или велосипедная дорожка. Все должны иметь равные права по сравнению с машинами. Конечно же, есть и последствия этого. Есть частный интерес, а есть общественное благо. По мнению Пеньялосы, город становится комфортнее для его жителей, когда в нем больше пешеходных улиц, скверов, парков. В борьбе с пробками парковки и расширение дорог дают лишь временный результат. Эффективнее выделить полосу для общественного транспорта, который по пассажиропотоку опережает метрополитен, и дальновиднее сокращать количество машин и парковок в центре. Я бы не начинал на всей территории вводить все сразу. Можно постепенно убирать, начинать с какого-то, может, района. Может, за 20, за 30 лет избавиться от парковки в центре можно. Но первое, что необходимо делать одновременно с тем, когда убираются парковочные места, это широкие пешеходные улицы, чтобы люди видели, что они ощущают не только утрату чего-то, но они в обмен получают чего-то привлекательное. Люди должны гулять не только в торговых центрах, считает Пеньялоса. После часовой лекции он ответил на вопросы по улучшению качества жизни в столице Татарстана и отметил, что Казань имеет такие богатства, как Кремль и набережные, которые уже делают город уникальным. Предложения урбаниста мирового уровня столичные власти возьмут на вооружение. Ринат Асхадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в Москве состоялся